мира. И как древние мыслители говорили, что сегодня время вообще благоприятно, надо сниматься срочно с якоря и в этот момент уже распускать паруса. И вот сегодня по поводу этого мы как раз собрались, куда действительно собрать и куда распустить паруса, потому что есть дела, и как раз добрый час такой, действительно это слово оправдывает себя, что есть время нам потрудиться, но ни в коем случае нельзя упускать этого момента, потому что действительно мы будем востребованы, а если мы будем востребованы, то и Россия будет жива, потому что есть у нас здесь еще силы, есть люди, есть желание, есть жизнь. Вот, и хотелось бы, чтобы вообще наше сообщество людей, которые нашли в себе волю вообще и приняли какую-то присягу, какую-то клятву, действительно люди, которые хоть о чем-то думают, не лежат на диванах, встали, пошли, чего-то задумались, о чем-то мечтают, что-то делают, вообще, чтобы на нас всех было Божие благословение, и нам ни в коем случае нельзя терять время. Время за деньги уже не купишь. Можно купить машину пропавшую, но время, оно исчезнет бесследно. И если мы его не используемся, не напряжемся, не попотеем в эту весну для нас, для казачества, вот, для России, вообще для родной нашей России, так сказать, для православия, то потом мы будем голодны, нечего будет собирать, и будет как на Украине. Ни лидера, ни человека, ничего. Вообще серая масса, и их терзают, рвут на части, и Россия не должна. Сегодня должны мы воскреснуть, ожить, торжествовать и радоваться, и вообще жить на полную катушку. Спасибо. Спасибо. Сейчас. Я по регламенту сейчас. Так, 300, сколько человек? 6. 43 человека. По списку 60, форум 2/3 есть. Закид. Форум есть, значит, принимаем этот, Люба? Люба. Значит, круг, у нас форум состоялся, как бы есть форум, начинаем. Так, по регламенту. Народу много, атаману для отчета, у него потому что выбор, как бы отчетный, ему даем. У меня 3 года прошло. Да, ему побольше, минут 15-20. 10, да? За 10 минут. Старейшинам до 5 минут, казакам до 3 минут. Кто хочет выступить, либо поднимает руку, либо через приставов передает записку, либо просто как-то говорит. Приставы у меня подходят и говорят, что кто-то хочет выступить словом. Выступающий крестится, иконе обращается к казакам, атаману, казакам и говорит по существу. Всем понятно? Ну, слово представляется атаману, община Перекова. Так, у нас кратко пробегусь. Во-первых, мы дальше распространялись с праздником Пасхи, накануне мы все это мероприятие проводим. Так, зачитать мы могу без зачит, конечно, что мы сделали. Сделали, конечно, могли намного сделать больше, но что имеем. За эти 3 года мы дважды участвовали по чемпионату джигитовки. Призеры вошли в тройку, входим, ну, как бы уже стабильно у нас. Тройка, да? Совершенно правильно. Вот, потом участие в кадетских соревнованиях 2012 год, 2013 год, зимний-летний период, осенний период. Это было, проходили мы как в Марийской, потом в Чебоксара, в Новочебоксарске. Вот. Проведение летних казачьих лагерей. Первый казачий лагерь мы провели в этом году на территории Заимки нашей. Так, ну, вроде бы ничего, начало есть, я думаю, будет продолжение. Не думаю, то есть оно должно быть однозначно, в этом году проводим уже более так активнее и помасштабнее. Так, наша делегация ездила в Совет атаманов при Союзе казаков России по приглашению Союза задорожного Павла Филипповича. Мы ездили, делегаты были в Пензе, был месяц сентябрь 2013 года. Потом наша делегация ездила в Астрахань по приглашению. Там форум был такой, форум казачий туристический. Его приглашала вице-губернатор, он является атаманом казачьего войска Астрахани. Потом, ну, естественно, община участвует очень, как бы, такое живое участие. Не во всех праздниках Чувашии, правильно говорить, не голосовать, как бы постоянно под его руководством дело проходит, все коды мероприятия, все праздники, все республиканские, региональные, как бы там по районам, все районы. То есть мы, наша община представлена. Ну, боевая
подготовка у нас небольшой группы мы выезжали, плюс казаков был на стрельбу, на кого возил это. Не так часто. Это на полигоны, потом полевая стрельба в Тиле стреляли. Но это, я думаю, мы назовем, сейчас закрепим уже более детально, сейчас погода будет позволять. Вот, село Тринкосы, село называется Тринкосы? Или поселок? Деревня Тринкосы, наша община, организована в старом развальном Тиле при школе спортзал. Я думаю, Владимир сейчас со Вячеславом расскажет. Ученики даже выступали на соревнованиях. Владимир сейчас наш тренер, да, тоже доложит, ну что он там, каких уже имеем. Призовые места имеют, республики выступали, в России выступали. И также по борьбе, вот у нас Анатолий сказал, что Да, по самому. по самбо уже призовые места. И призовые места тоже. Вторые, третьи места. Первый выезд на соревнования, сейчас совместный выезд. Вот, и вчера, когда у нас полный развод был? Вчера. Вчера был полный развод с МВД, ночью в Осашке мы опять патрулирование. По их инициативе, как бы, инициативе МВД, мы опять военное патрулирование города. Вот ночью в Осашке. Так, вкратце. Ну самое главное, конечно, что у нас еще большой идет почин, все-таки настроить станицы. Уже движение пошло, мы вошли в программу государственную. Выделяет сколько-то миллионов, я точно могу сказать, но более сотни это точно на станицу. Трубы уже лежат, газовые, дороги. Это не надо. Вот. Строили храм. Храм сгорел у нас в прошлом году, значит неправильно строили. Вот меня батюшка посылал на фонд, вот иконы Георгия оттуда привезенными. Надеюсь, Божьей помощью, как бы с нашим терпением, у нас в этом году храм. Проект по храму уже со Софьей Феодосиевной согласован, то есть проект храма. Храм будет каменный, белый такой, да? Вот сейчас проект готовится, рабочий проект, и в этом году уже значит, закладка фундамента, и так, с Божьей помощью, там, с нашими старами, как бы, я думаю, мы начнем возводить. Хоть Феодосий говорит, что спешить не будем, но я думал, все-таки мы там за год сделаем, ну так нет спешки. Так что будем как Бог будет давать, как будет идти, я думаю, так будем делать. Сам главный, станичный вопрос продвигается, все, уже на станице имеются адреса, улицы, названия, все уже есть статус. Так, Виктор? Да, там уже вот вкратце все, что могу сказать, что так, ну это такие вот вещи, что делаем, как бы встречаемся потом, ну, потому что мероприятия там спортивные проводим между собой, как бы, в бане ходим, может, там били, там друг другу, как бы. На охоту ездим. В храм ходим мало, конечно, это очень прискорбно. Вот. Был пост, ну, как я не знаю, каждый по-своему, может, кто-то по-разному там ходил, но сам этим говоришь, что редко бывает, ну, как бы казаков мало. Так все от себя, что могу сказать, есть вопросы какие-то, отвечу. Дополнить можно вас? По поводу... Это нужно мне... Конечно. Перекрестись, Слава, если хочешь выйти сюда. Дополнить. Вот Андрей Викторович большое внимание уделяет деревне Тринкосы. Результатом этого внимания был тир разрушенный. Вот мы ездили смотреть, Андрей Викторович, вот Дима там был, присутствовал, да, в очень плачевном состоянии, ничего там не было, ни электричества, ни отопления. Ну, достаточно такими скромными деньгами, ну, если считать капитальное вложение, например, да, вот, ну, хотя это не такая маленькая цифра, вот Андрей Викторович помог деньгами, ну и сами тоже там, чем могли, там работали. Ну, в общем, запустили спортзал, отопление, электричество. Ну, это хорошо, спортзал запустили, в общем. Сами что-то делали, красили. Итог. Занимаются сейчас ребята карате. Сколько человек у нас там? Да, человек 20 карате, человек 20 тоже занимается самбо. Там у нас тренер по самбо. Футбол поддерживает, вот Сергей сидит, он футбол у нас ведет, тоже команда называется спортивный клуб «Воля казачества», тоже поддерживает Андрей Викторович. Вот. Ну, то есть
можно даже сказать, что весь поселок Тринкасы, наш поселок, такой достаточно немаленький поселок, знает о казачестве, знает о существовании казачества и стремится вот пополнить ряды. И к тому же это ребята спортивно развитые. Ну, развивается сейчас спортивно, сейчас пошли вот уже показатели, выезжаем активно на соревнования, призовые места, хотя занимаемся только всего лишь год. Поэтому спасибо. Люба. Есть какие-то еще вопросы? Предложения? Когда у меня предложение есть, признать работу атамана удовлетворительно. Люба. Так, я забыл в самом начале, как это, меня попросили, значит, Сергей Павлович попросил, Антон, вот его гости, еще раз, казаки, которые по работе не могут присутствовать, они просили сказать, что мы душой и сердцем с вами, все решения, которые будут на трибунах, мы их принимаем. И просто, говорит, по работе не могут присутствовать. Я забыл об этом сказать. Так что они тоже с нами. Так, второй вопрос. Так. По принятию казаков Крестовоздвиженской станицы, они, значит, мне поступило предложение, ну, как бы заявление такое, что они хотят вступить в общину казаков, нашу общину. В прошлый раз подходим на этот вопрос решали, потому что тогда кворума не было, мы не могли это решить, сейчас кворум есть. Давайте слово предоставим атаману Крестовоздвиженского. Рыбчиков Сергей Николаевич. Батюшка, братья казаки, 27 марта состоялся съезд станицы Крестовоздвиженской, на которой было принято решение о том, что станица Крестовоздвиженская хочет соединиться вместе с нами, быть в одной общине. Потому что казачество испокон веков жило общине. Потом уже собирались хутора, станицы, войска и так далее. Но основа всегда была именно община. И быть как бы разделенным. Мы с вами делаем одно дело. Поднимаем казачество. Укрепляем наше государство. И быть разобщенным — это только на вред нашему общему делу. Поэтому мы должны объединяться и идти в одном направлении. Если вас это устраивает, понимаете, не устраивает, не принимайте. Ваше право, ваше решение. Мы свое решение принимаем. Господа, братья казаки. Люба. Спасибо за доверие. Что тогда нужно? Нужно будет как бы документально оформить, писать, Потом на полностью конечно. Так, у нас еще вопрос. количественный состав прошу. Есть кадетами 62, чисто казаков 32. Люба. И денег нет, все работают. Так, у нас, допустим, еще вопрос, как бы, вообще должен быть как бы суд чести. Но вопрос такой, как бы, ну, не то, как бы, не то, сколько, да? Нужно. Никто не хочет. Я как бы с людьми разговаривал, никто не хочет. Тогда, знаете, как вопрос, я вот предлагаю, вот вместе, допустим, с советом стариков, куда, значит, атаман и как-то кто-то из членов управления. Вот это будет 5 человек. Нет? Я думаю, нет. У нас тоже старики. Ну все должно быть, значит, старика. Вот как бы совет стариков совмещает судом, да, функции, совмещает как бы суда чести. Если за это предложение поддержите, казаки? Люба, нет? Еще объясни суд чести, какие имеет полномочия просто для казаков. Суд чести? Может, не все знают? Суд чести. Нет, ну суд чести все же понимают. Примерно понятно всем, Да, да? раз пароль мы просто так, так сказать. Суд чести решает. То есть, значит, вначале суд будет, да, суд чести. Любой проступок казак это совершил, его выносят на обсуждение. Сначала вот они обсудили, и уже суд чести принимает решение, как наказать его, оставить казать, не оставить. Да. Потому что есть такие как нарушения, которые не терпят, значит, узнать только знать. А есть, которые можно просто как бы наказать, на вид поставить, и все. Вот такая просто ситуация. Уже потом все равно решает, как бы, зачем
на круг, если это, а суд чести уже решает, какое наказание принимать к нему. Как так? Здравствуйте. Чё? Если он, значит, совмещает, значит, совет старейшин с функцией, значит, любо, да? Записано, да? Да, записано, протокол вносится, все это решение уже все закончено. Вот, в принципе. И вот этот последний вопрос, у нас, который о вступлении в реестр. Значит, мы должны определиться, если мы, значит, решаем, мы же помните, это, не все были, сейчас еще раз повторюсь, кто не был на сходе, да? Предложение такое, что мы, значит, ну, наши, как бы, от общины казаков Чувашской Республики, какой-то, за 10 или 15 человек во главе с уважаемым казаком, которому будем рекомендовать на должность атамана Чебоксарского чувашского отделения, как бы мы рекомендуем, как это община, а как уже примут там в Самаре, это уже другой вопрос. Говорили в прошлый раз, и о минусах говорили, что в реестр нужно вступать, потому что если в реестре наши люди будут, и мы здесь будем, то вдвоем тянуть один будет все равно легче. Согласитесь? А если пока вот у нас как бы не было до этого взаимопонимания, то вот нам было немножко не совсем было просто. Мы как бы не лезли туда, и нас чтобы не трогали, но это как бы нас, с одной стороны, тоже не красит. По времени диктует уже вплоть. Да, надо уже как бы по-другому. Вижу, мы вопросы тоже обсуждали. Для тех, кто не слышал, решили, значит, вступать. Это прежде всего нужно молодым, кадетам нашим нужно будет по-любому, потому что есть привилегии, которыми нужно пользоваться. Вот такая ситуация. Я напомню, просто, Пожалуйста. это имеется в виду не вся община вступает. Не вся община, да. Наши предложения такие, создали группу молодых, все-таки реестр наш сказал, что есть на самом деле очень много программ государственных, которые, по сути, должны работать. Они почему не работали в Волжском войске, ну, наверное, там это раздрать, потому что Сергей больше лучше знает. Постоянно занимались политиканством, даже не политикой, политиканством. Такое ощущение, что как бы вознёй непонятно. И все проходило как бы мимо. Я думаю, если будет здраво как-то мы какую-то немножко волну, если она у нас есть, конечно, мы запустим, и будем поддерживать, скажем, ну, давайте назовем, пускай от нас делегирует какой-то взвод, который вступит в реестр, вот, и сейчас выберем, там, рекомендуем там атаману, все это будет атаманом, я думаю, в этом взводе как-то будет, то есть все это на какой-то период. Все это вообще, мне кажется, должно все переизбираться. И меня надо переизбирать, и всех, и каждого здесь из нас. Не должно быть все в одной воде, как бы даже в одном положении находиться. Молодежи надо больше давать, то есть возможно, пускай активно работают там, в оргкомитете. Вот. Сейчас мы сегодня должны будем, ну, как бы, мы хотим тоже вот, предложить, кто из наших казаков молодых хочет вступить в этот реестр. Создадим эту группу, выберем от наших делегируем кого-то. Потом как с вами сообщаться. Давайте послушаем. Давайте, да, наставим. Как нам это Структура станицы Костромодинска статус следующим образом. В первую очередь состоит из хуторов. Вот, в частности, есть у нас хутор Чебоксарская застава. Вот, там в основном находятся казаки именно чебоксарские. В свое время в составе станицы Костромодинска был хороший хутор, назывался Отрадный. Вот как раз почему ваша община не прошла последующая, когда из Москвы ушли. Можно не возводить этот хутор Отрадный? Юридические же проблемы. Очень легких проблем. Его не Надо регистрируют. приказом закрепляться по станице и все. Никуда деть ничего не надо. Да. Станица Костромодинска. Хочется надо понять ваше предложение, то есть структурность тогда будет вот это. Структура подразделения самостоятельный хутор Отрадный. Если по-другому составе станицы Крестовоздвиженска. Потому что Крестовоздвиженска, она является учредителем Западного казачьего округа, куда входит Чувашия, Марийская, Мордовия и Нижегородская область. Центр находится в Нижнем Новгороде. Это Западный казачий округ. Да. Я являюсь заместителем атамана Западного округа по Чувашской республике. То есть это структурное формирование, это не сложность. Это спокойно в рабочем порядке можем сделать. Кто хочет в реестр, вот из вас, пожалуйста, формируйте хутор, выбирайте атамана.
атамана хутора, он с автоматом становится атаманом, заместителем атамана станицы. И все. Это мне непонятно, а Крестовоздвиженская какую роль будет вообще в общине? Мы входим, какую вы здесь определите, какую вы будете. А по реестру Крестовоздвиженская работа. Крестовоздвиженская атаман наказной или выборный? Но в настоящий момент пока наказание. Но я думаю, с вашим пополнением можно будет это проводить. Это надо через Самару решать? А? Через Самару решать? Нет, сами решите. Круг соберете, выберите атамана. Конечно. Выбирается круг, выбирается атаман. Вот как и всё. вот мы забрали круг, скажем, да, кворум у нас есть. Сегодня мы решение не можем принимать. А как принимать? Сегодня нет. Это уже Крестовоздвиженская должна сама собирать свой круг. Ну мы немного иначе думаем. Ну ладно, можно. Мне кажется, в рабочем порядке. Конечно, я говорю, в рабочем порядке все решено. Конечно. А по крайней формирования хутора закрепляется приказом. Все нормально. Все документы, соответственно, отправляются и в Нижний. Вопрос можно? Коллеги? Заки, я понимаю так, реестр нам необходим для того, чтобы обрести официальный статус, чтобы войско имело статус войска от нас самый доверенный лицо наше в этот реестр. То есть мы, я правильно понимаю, что мы должны выбрать, это не просто там кто хочет, а мы еще должны посмотреть, кто наше лицо покажет в реестр. Это не просто так. Они действительную службу будут нести. И потому, я думаю, я правильно понимаю, то есть мы не все правильно входим. Входит только определенная наша группа, за которую нам не будет никогда стыдно, и она будет иметь статус, иметь полномочия, все законные права, которые дало государство. Да. То есть, а так мы также живем своей казачьей жизнью, с общиной, свои хутора, скажем, станицы, общественной деятельности ведем, но всю ответственность несут реестровые казаки за то, чтобы показать нас Чувашии по России в целом. Я правильно понял? Ну все, это не больше не. Кого еще есть вопросы? То есть, я так понимаю, у нас структурность, это мы все детали будем потом. Рабочий. Ну да. То есть, да, любая, не любая. Принимаем решение. А по реестру как раз вот сейчас вопрос вступайте в реестр. То есть соединяйтесь с Крестовоздвиженской, с автоматом, вступайте в реестр. Пока давайте вы входите в общину. Мы входим в общину. Вопрос о реестре вообще, я понимаю, как что многим непонятно, да? Надо думать, сесть еще, подумать, выбрать. Конечно. Ну, принципиально, в принципе, решение есть. Да. Ну, а детали уже сначала правление разработает, потом будет опыт. Уже, да, вот эти все нюансы мы как бы обсудим. То есть мы входим как в хутор отрадное, так? Ну, может, другого назвать. Нет. Я Сейчас просто на как пример. сейчас мы обсуждать не будем. Это потом сначала сейчас детали все обсудим в рабочем порядке, уже готово решение, потом уже. Я понимаю правильно, мы сейчас делаем, что мы можем собрать, то есть мы легитимность собрали. Вы принимаете решение сейчас о вступлении. Вы будете в реестр входить или нет? Все понятно, наша группа войдет. Потом какая группа у вас изъявила желание, она входит в станицу или та станица сюда, вы избираете, проводите круг, избираете атамана и все пошли как это. Он создает приказ о зачислении в состав станицы, потом круг и ну, дальше это уже детали. Вам есть что сказать? Чуть-чуть я извиняюсь. Уважаемые братья казаки, ну, я уже выступал, меня приглашали сегодня, пригласили немножко по времени, не совпало, немножко опоздал.
Сегодняшний вопрос назрел с жизнью, жизненной необходимости, то есть вступление в реестр. Кто не знает, я атаман Свято-Крестовского районного казачьего общества, Терского казачьего войска, Ставропольский казачий округ, из Терцевья. Здесь у вас в гостях, у меня жена здесь находится, поэтому я здесь встретился с вами, не только у меня чернобыльцы, афганцы здесь, с кем по долгу службы мне приходилось, казачий полковник и полковник авиации. По реестру я понимаю, что вы уже определились и вступаете, сегодня принимаете решение, что вы создаете реестровое общество свое. Свое, да? Как? Ну как? Оно уже есть. Ну, созданное общество, да, к нему входит